История XX века была насыщена событиями самого разного характера. Были в ней и великие открытия, и великие катастрофы. Но именно февральская революция 1917 года, в результате которой была свергнута многовековая монархия и власть перешла ко временному правительству, для России стала временем великих перемен. Историки уверены, что революция была неизбежна, так как причин для ее возникновения было много. Это и поражение на фронтах, и тяжелое положение рабочих и крестьян, голод, разруха, политическое бесправие, спад авторитета самодержавной власти и ее неспособность провести реформы. Февраль 1917 года. Петроград. События развиваются стремительно. Перебои с поставками продовольствия в крупные города, нехватка хлеба и рост цен приводят к массовой забастовке рабочих. С лозунгами «Хлеба», «Долой войну», «Долой самодержавие» они выходят на улицы. Так политическая демонстрация положила начало февральской революции. Самодержавная власть начинает рассыпаться в прах. С каждым днем в городах растет число бастующих рабочих, которые были движущей силой борьбы во главе с большевистской партией. Затем к рабочим присоединились студенты, служащие, ремесленники, а также крестьяне, требующие передела земли. За несколько дней волна забастовок захлестнули Петроград, Москву и другие города страны. Надо сказать, что татары к революции 17 года пришли достаточно подготовленными. О чем речь идет? У них были политические партии уже к этому времени, и была достаточно развита идеология, были многочисленные общественно-политические деятели, и эти общественно-политические деятели участвовали в разных фракциях российского революционного движения. Как бы революция 17 года, начиная с февральской революции, татарам открыла путь к демократическому развитию. Этот период был не очень длинный, но очень важный для татар. Поэтому, когда, так сказать, окно возможности открылось, в этом окошке одним из самых важных сегментов действующих сил были национальные движения. Потому что Российская империя была многонациональным государством, и имперские власти, они не очень обожали другие народы, за исключением коренного основного народа. Когда мы говорим о Татарской республике, конечно, имеем в виду то, что вот декрет 27 мая 2020 года упал не с неба, а упал он на подготовленную такую почву. Такую почву, дореволюционную. Скажем, вот мы говорим автономия, мы говорим суверенитет, а в 1909 году жандармские источники писали о том, что татары мечтают создать свою автономию, создать независимую свою культуру, обособленную от русской культуры. Писал. Это 1909 год. В 1912 году говорилось о том, что они стремятся создать свою автономию. И, конечно же, речь шла не о том, что разрушить Россию. Речь шла о том, чтобы обустроить свою жизнь внутри России. 1 марта 1917 года в Казань приходит телеграмма о февральской революции в Петрограде. В Казанской губернии за довольно короткий срок происходит смена власти. 2 марта на совещании городского главы собравшиеся признали власть Временного комитета Государственной Думы законной. А уже 14 марта на объединенном заседании солдат и рабочих был утвержден новый орган власти – Казанский совет рабочих и солдатских депутатов. Татарская общественность с огромным воодушевлением восприняла падение царизма, расценив его как шанс обрести национальную государственность. Ведь одним из первых законов Временного правительства стал закон об отмене вероисповедных и национальных ограничений. Этот закон давал мусульманам одинаковые со всеми гражданами права, в том числе и политические. В Казани, в Уфе, Симбирске и Оренбурге проходят митинги и демонстрации. 2 марта 1917 года 15 тысяч мусульман Москвы под руководством Гаяза Исхаки собрались перед зданием Московской городской думы, чтобы выразить поддержку Временному правительству.
Люди разные, и революцию восприняли по-разному. Ну, допустим, Галимжан Ибрагимов как-то воспринял революцию, поскольку он входил в партию левых эсеров одно время. А, допустим, Исхаки не воспринял революцию и уехал уже где-то, по-моему, году в 19-м он уже покинул Россию и стал жить за границей. Этого дня мы ждали 350 лет. Именно так выражалось настроение татарского народа Казанской губернии в феврале 1917 года. Известный татарский ученый и богослов, видный общественный деятель Ризаэддин Фахриддин тогда написал: «В этом мире не может быть большей радости для человека, чем освобождение от цепей деспотизма». Именно тогда перед общественно-политическими деятелями встали задачи по выработке тактики и стратегии национально-демократического движения, определению места татар в обновленной России. Выдающийся мыслитель своего времени, татарский ученый, историк, политик, общественный деятель, сторонник создания конституционного правового государства в России Садри Максуди написал: «Я выражаю мысль всего мусульманства, живущего в России. Все мусульмане без исключения стоят за демократическую республику». Известный общественный деятель начала XX века Садри Максуди внес большой вклад в становление татарской государственности. Будучи депутатом Государственной Думы Российской империи, он был одним из основных и ведущих идеологов по вопросам национального самоопределения татар. Несмотря на то, что с приходом к власти большевиков Максуди принял решение эмигрировать, его деятельность в России все-таки имела большое значение для закрепления государственного статуса татарского народа. Именно он, будучи секретарем мусульманской фракции, отстаивал права мусульманских народов, оставаясь при этом сторонником неделимой России. Садри Максуди родился в Высокогорском районе. Был выходцем из семьи имамов. Он получил хорошее мусульманское образование в Апанаевском медресе в Казани и светское европейское образование на юридическом факультете Парижского университета. Максуди общался с Толстым, посещал лекции выдающихся мыслителей своего времени. С 1907 по 1912 годы Садри Максуди был секретарем мусульманской фракции в Государственной Думе Третьего созыва, где показал себя сторонником создания конституционного правового государства в России. Идеи такого либерального политика, как Садри Максуди, не были востребованы в советской России. После революции он эмигрировал вначале в Финляндию, а затем в Турцию. В молодой Турецкой республике он и состоялся как видный политик, преподаватель и ученый. Именно здесь ему удалось реализоваться как политику-практику. Многие турецкие общественные деятели после Второй мировой войны были его прямыми учениками. Именно Садри Максуди стал незаменимым помощником Мустафы Кемаля Ататюрка и его идейным генератором. Национальное движение в России 1917 года требовало принятия незамедлительных решений. 7 марта 1917 года в Казани был создан мусульманский комитет под председательством Фуада Туктарова, а уже в апреле был организован мусульманский социалистический комитет под председательством Муланура Вахитова. 8 апреля 1917 года Временное Центральное мусульманское бюро объявило о созыве съезда мусульман России, который прошел 1 мая в Москве. Народы очень сильно хотели освободиться от диктата властей. Но путь к демократии для них пролегал через решение национальных вопросов. Поэтому вот после февральской революции 1917 года татары начали организовывать многочисленные встречи. Они проходили в разных форматах. В процессе этих встреч татарские общественно-политические деятели выработали модель своего поведения. Каким образом татар встроить вот в те процессы, которые происходили в разваливающейся Российской империи. 980 делегатов со всей России. И это было не просто религиозное учреждение создания, это было новое понимание демократии и гражданской жизни. В повестке дня положение с войной, положение женщин, среди делегатов было более 110 женщин, аграрный вопрос, государственное устройство, как жить, национальная автономия или территориальная автономия, татары и татарские проблемы, башкирские проблемы, все это обсуждалось.
Главной задачей съезда стал поиск путей решения проблемы самоопределения мусульманских народов страны. В ходе дискуссий был достигнут компромисс между сторонниками различных точек зрения по вопросу самоопределения мусульманских народов. Был образован центральный орган российских мусульман – Милли Шура. В июле-августе 1917 года в Казани почти одновременно прошли сразу 3 съезда: Всероссийский мусульманский съезд, Мусульманский военный съезд и съезд мусульманского духовенства. Кульминационным событием их работы явилось совместное заседание, которое прошло 22 июля, на котором была принята декларация о культурно-национальной автономии тюрко-татар внутренней России и Сибири. Октябрьская революция не только стала одним из крупнейших политических событий XX века, но и повлияла на дальнейший ход всемирной истории. К концу августа 1917 года в стране сложилась ситуация, когда народ потерял веру во временное правительство. В городах активно проходили манифестации. Доверие к большевикам росло день ото дня. Ленин обещал народу именно то, чего они больше всего хотели – фабрики рабочим, землю крестьянам. В итоге, в результате вооруженного восстания, Временное правительство было свергнуто, и к власти пришло правительство, сформированное Вторым Всероссийским съездом Советов, абсолютное большинство делегатов которого составили большевики. В стране невиданными темпами росла популярность большевиков, а их партия пользовалась народной любовью. Именно большевики первоначально декларировали широкие возможности для нерусских народов России. Симпатии широких слоев населения к большевистской власти очевидно привлекла провозглашенная ими Декларация прав народов России. Она являлась одним из первых официальных обещаний, сделанных в течение первых 10 дней существования новой власти. 22 ноября 1917 года было принято обращение Совета народных комиссаров ко всем трудящимся мусульманам России и Востока, в котором провозглашались принципы равенства между народами. Для управления делами мусульман внутренней России и Сибири был создан тюрко-татарский национальный парламент Миллет Меджлиси. Председателем был избран Садри Максуди. Члены национального собрания готовили различные варианты будущего государственного формирования тюрко-татар с учетом принципов образования и границ. Было предложено несколько проектов. Одни выступали за национально-культурную автономию, их называли тюркчелар. Другие – за территориально-национальную автономию. Это была группа Туфракчелар. Суть спора заключалась в чем? Относительно хорошо было таким народам, как казахи, азербайджанцы, узбеки, которые жили достаточно компактно. Они сразу начали вырабатывать, украинцы тоже, территориальный вариант обустройства самостоятельной республики, но в федеративной стране. А татарам было очень трудно решиться на это, потому что они жили очень рассеянно, и у них территории компактного проживания было не так много. В основном большая часть татар проживала в Казанской губернии и соседних уездах Самарской губернии, Уфимской губернии, Пермской, Вятской губернии. Рядом. Но все равно всех татар в одной земле было собрать невозможно. Поэтому влиятельная группа татарских общественных деятелей, которых потом и Садри Максуди, Юсуф Акчури, которых мы уже знаем очень хорошо, они в конце концов выработали позицию, что татарам нужна национально-культурная автономия, не территориальная. В результате длительных дискуссий участники национального собрания смогли достичь компромисса, добиваясь создания штата Идель-Урал. Идеологом проекта был Ильяс Алкин, а разработчиком и составителем карты республики Галимзян Шараф. Иногда татар обвиняют в том, что они пытаются разрушить Россию, вывести Татарстан из Российской Федерации. Это не соответствует истине, конечно, не соответствует. И даже та предшествующая 20-му году история свидетельствует об этом, потому что, скажем, была идея Татаро-Башкирской республики. Был проект Идель-Урал, Идель-Уральский штат, такой проект был. И тоже штат. А почему штат все-таки? А потому что в России говорили о том, что Россия в 1917 году это должна быть перестроена по типу штатов. Она должна быть федеративной страной.
Вот что говорилось. И поэтому татары, исходя из этого сочли, что им нужен тоже штат в составе вот этих Объединенных Штатов России. Вот о чем шла речь. Конечно, о правах, о полномочиях много было споров, и были разные проекты. Самый удачный был Идель-Урал, естественно, но он как бы не очень подходил для большевиков. Они иначе смотрели, это был не коммунистический этот штат, да, а был такой, ну, буржуазный, скажем, или мелкобуржуазный, там это трудно определить, просто там больше ориентировались на национальные интересы, нежели классовые. И тогда еще в тех газетах, в том числе и выходивших на русском языке, говорилось о том, что да, штат и центральные органы власти должны иметь раздельные полномочия. Есть общие полномочия, и эти полномочия в верховенстве над другими всеми законами. То есть ни о каком выходе из состава России, конечно, речь не шла. Это железные дороги, транспорт, банки, международные отношения, оборона и так далее. Все это в области центральной власти. А вопросы внутренней жизни, народного образования, культуры, земледелия – это дело внутреннее. И такой договор мог появиться. К сожалению, он не появился. Если бы вот такой договор появился еще тогда, может быть, Россия уже тогда стала бы по-настоящему федеративной страной. Может быть. Но этого не состоялось. Но взаимоотношения между представителями советской власти в Казани и лидерами национального движения были непростыми. Руководители Казанского совета рабочих и крестьянских депутатов были противниками создания национальных республик. 28 февраля 1918 года, накануне провозглашения резолюции об образовании Урало-Волжского штата, его руководители вместе с другими мусульманскими активистами, в том числе Ильяс и его брат Джихангир Алкины, были арестованы. Проект Урало-Волжского штата оказался нереализованным. Впрочем, заключение Алкина закончилось очень быстро. После освобождения из-под ареста он еще будет участвовать в создании под Казанью так называемой «Забулачной республики», но через месяц и этот проект будет ликвидирован советской властью. Ильяс Алкин. Я тоже хочу обратить внимание на этого человека. Прапорщик. Создал Всероссийскую организацию воинов-мусульман, Харби-Шуро, Всероссийской мусульманской Харби-Шуро. Ему 23 года всего-навсего было. И в его подчинении, и под его руководством работали многие, в том числе и генералы также работали. Это был достойный человек, который подчеркивал неоднозначно, что речь идет о демократическом переустройстве России, с тем, чтобы она была федеративной страной. Но тем не менее, вот сами татары, ну я хочу назвать, конечно, хотя и нежелательно, но тем не менее, имена тех, кто арестовал руководителей вот этого съезда, в том числе Ильяса, братьев Алкиных, Ильяса и Джангира Алкина. Это Мирсаид Султангалиев. Не сам, конечно. Это те, кто хотел, чтобы так было, которые подстроили, чтобы так было. Шамиль Усманов. Они прислали самих татар для ареста руководителя этого съезда. И идея вот эта сорвалась на этом. Параллельно с разгромом татарского национального движения большевистское руководство пыталось перехватить инициативу создания национальной государственности. Следующий проект возрождения государственности татарского и башкирского народов разрабатывался уже в Москве. 22 марта 1918 года Всероссийский Центральный комитет Советов принял положение о Татаро-Башкирской Советской Республике, территориально совпадающей с Урало-Волжским штатом, но отличающейся по политическим основам. Этот проект территориальной автономии был разработан в противовес планам по созданию Урало-Волжского штата. И они тогда выдвинули идею вместо вот Идель-Урал штата, идеи создания Татаро-Башкирской Советской Республики.
Причем очень хотели ее сделать вот верхние товарищи, а нижние тут протестовали. И татары и башкиры выступили против объединительного такого союза. И в результате в 19 году возникла Башкирская республика со столицей в городе Стерлитамак. А потом в 20 году Татарская республика со столицей в Казани, хотя в начале, по идее, столицей должны были сделать Уфу. Но в конце концов вот все-таки территориальный вариант победил. Этому способствовала и идеология самих большевиков, которые хотели советскую власть устроить, но и вопрос вот национально решить через такие автономные образования. Но, правда, эти автономные образования изначально как бы были разного характера, и поэтому они потом вылились в республики разного уровня. Но вот ближе к концу 1917 года татарские деятели, все еще продолжая заниматься проектом штата Идель-Урал, они начали и вырабатывать и иные варианты. Я сказал, вот Татарско-Башкирская республика проект. Но случилось так, что башкиры этот вариант не приняли. Они в условиях гражданской войны смогли сами собраться, выработать собственную позицию. И фактически на территории Южного Урала, на части территории, башкиры смогли раньше татар создать республику башкирскую. И с центральными властями договорились о ее признании. Предполагаемая республика планировалась как автономное образование в составе РСФСР. Проект в народе так и прозвали «сталинским», так как положение проекта было разработано Народным комиссариатом по делам национальностей РСФСР и подписано лично Иосифом Виссарионовичем с участием Центрального мусульманского комиссариата, куда входили Галимжан Ибрагимов и Муланур Вахитов. Историки уверены, что для Сталина этот проект был лишь формой федеративного устройства будущей России, а вот ее главным идеологом, идейным вдохновителем выступил молодой революционер Муланур Вахитов. Его называли самым ярким татарским революционером, хотя поначалу Муланур Вахитов даже не входил в большевистскую партию, хотя полностью разделял ее взгляды, особенно по национальному вопросу. Он был ближайшим доверенным лицом Ленина и Сталина и очень часто с ними встречался. То есть был фигурой номер один среди татарских большевиков, который очень активно занимался продвижением сталинского проекта по созданию Татаро-Башкирской республики. Работа шла в условиях продолжающейся непримиримой гражданской войны. Белогвардейцы расправились с лучшими сынами трудового народа. Погибли Яков Шейнкман, секретарь Губкома партии, Мартын Межлаук, комиссар юстиции, Абрам Комлев, руководитель профсоюзов. После долгих пыток был расстрелян Муланур Вахитов. «13 декабря, спустя 4 месяца после смерти Муланура Вахитова, Центральное политбюро отменило положение о Татаро-Башкирской республике. Более того, коммунистам было запрещено вести какую-либо пропаганду и агитацию на местах. И все же вопрос об организации отдельной татарской автономной республики оставался открытым. Комиссия вот эта была создана под руководством товарища Сталина по образованию Татарской автономной республики. Значит, в комиссии этой работали Сталин, Каменев, Преображенский. Многих нельзя было называть, они были потом расстреляны, но я считаю, что надо говорить всю правду, как есть. Значит, Султан Галеев, Саид Галеев, Шмидт, Цурюк, Покровский. Ну и, конечно, в комиссии этой не работали, но они очень много сделали. Это Галимжан Шараф, он границу устанавливал республики. И вместе с ним работал Сапиулин, это Сайфи Казанлы, его псевдоним. Вот они очень много сделали для создания нашей республики. Ну и, конечно же, никому из революционеров не нужно было в центре России создавать мощное государство, которое бы охватывало от Поволжья до Урала, да, и до Урала. Это само по себе уже самостоятельное государство. Вскоре центром был предложен проект, который по сути стал компромиссом между Казанью и Москвой.
24 мая 1920 года Владимир Ленин подписал постановление Совета народных комиссаров РСФСР по вопросу об образовании автономной Татарской Республики. Декрет о Татарской автономной социалистической Советской Республике был принят 27 мая 1920 года. Подготовка первого съезда Советов Татарии, так же, как и образование ТАССР, осуществлялась Казанским губернским, а с августа 1920 года Татарским областным комитетом, которые выполняли функции высшего партийного органа Татарии. 25 июня 2020 года Губисполком передал полномочия власти Временному революционному комитету ТАССР. Этот день вошел в историю как День образования республики. ТАЦИК начал свою работу еще в период продолжавшейся гражданской войны, острого продовольственного кризиса. Ему предстояло перестроить органы государственного управления в молодой республике и в центре, и на местах. Образование Татарской АССР имело огромное историческое значение для татарского народа в годы военного лихолетия и мирного строительства, для последующего развития экономики и культуры Татарстана. Как это было, покажут вехи истории.